ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Суббота, 12:30. Арена Ледового дворца. Чемпионат России по хоккею среди женских команд. Сезон 2015-2016. Повторная встреча Арктик Университет и Питерского Динамо. Сумбурное начало то же, что и накануне. В пятницу счет открыли во втором периоде. 2 гола от гостей. Еще раз они отличились в заключительном отрезке игры. Ухтинки ответили дублем. 3-2 победили гости. Скромный счет на табло, несмотря на численное преимущество то одной, то другой команды. За матч 18 двухминутных удалений и одно 10-минутное. Обилие силовых приемов объяснил главный тренер «Динамо». Мы проводили предсезонные сборы в Финляндии, и там мы играли товарищеские матчи, и там немножко судейство другое. Там европейцы и судьи, которые работают в Европе, они дают потолкаться девочкам. То есть там нет такого, как у нас, любой контакт – это удаление. Там немножко дают, то что все-таки это хоккей. Однако сегодня количество силовых приемов убавили. Первый период. На 12-й минуте счет открывают гости, но за минуту до перерыва ничья. С передачи Фанузы Кадировой шайбу забросила Карина Верховцева. Второй отрезок игры. Игра идет ровно. За 20 минут 2 удаления у «Динамо». Реализовать численное преимущество ухтинки не смогли. Третий период. На 3-й минуте Татьяна Леушина атакует соперника, не владеющего шайбой. За это Арктик 2 минуты играет в меньшинстве. Момент не прошел даром. 2-1 в пользу «Динамо». Победу приносит Анна Щукина. Наставники «Арктика» считают, для победы не хватило сыгранности команды. В этом году 6 новичков. Они приезжали в Ухту на протяжении всей предсезонки. Также нововведения коснулись тренерского штаба. Первыми матчами руководил не главный тренер Сергей Столбун, а старший тренер Андрей Айгинин. Причина – общее решение руководства. Обещают, мера временная. Зрители заметили, оба дня Андрей Александрович не выпускал из рук шпаргалку. Оказалось, лист бумаги – идея возрастом более 20 лет. Это мой стиль работы, который я годами выработал для себя. Вот. А я рассматриваю, кто на сегодняшний день на что способен, поэтому я рисую для себя какие-то комбинации определенные, кто где будет стоять из людей. На сегодняшний день лучше, на мой взгляд, сильно в команде, кто может дать результат. Но, к сожалению, у нас пока не получается. На работу над ошибками и восстановление остается мало времени. Следующие матчи Арктик Университет пройдут 8 и 9 сентября. На домашнем льду мы принимаем сборную Свердловской области. Начало игр в 17 часов 30 минут.